Все самое важное и интересное за эту неделю. Заберите подарки для высоких гостей. Директор гостиницы поверила аферисту. Есть вопросы. На слушаниях обсудили изменения в устав муниципалитета. Запреты и побочные эффекты. Ухтинские медики о вакцинации от коронавируса. Организация купаний. Как пройдет крещение в муниципалитете. Фотограф по призванию ушел из жизни руководитель фотоклуба УГТУ. Смотрите прямо сейчас. Директор ухтинской гостиницы лишилась денег, поверив фиктивному сотруднику МЧС. На телефон женщины поступил звонок от псевдоруководителя подразделения МЧС, сообщившего о приезде высоких гостей. Чтобы уважить их, нужно купить презенты. Ранее на одном из промобъектов произошло ЧП, и у женщины не возникло сомнений по поводу информации. Далее находчивый мошенник попросил ее связаться с девушкой, которая пояснила дальнейшие действия. Сымитировав женский голос, аферист рассказал: подарки находятся в одном из торговых центров. Он продиктовал 2 телефонных номера, на которые через терминал конкретной компании нужно перевести по 40 и 35 тысяч рублей, что и сделала ухтинка. Позднее она связалась с представителями силового ведомства, чтобы уточнить, где лежат презенты. Однако абоненты уже были недоступны. По статье мошенничества возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след предприимчивого дельца. Им оказался мужчина 95-го года рождения, отбывающий наказание за разбой в колонии Ульяновской области. Подозреваемый дал признательные показания. МВД напоминает: не совершайте денежные операции по требованию после звонка на мобильный. Удостоверьтесь в информации. За прошедший год жители Коми обогатили телефонных мошенников почти на 1 миллиард рублей. На ухтинского школьника завели уголовное дело за кражу средств с банковской карты. Юноша, которому на момент совершения преступления было 16 лет, дважды списывал деньги со счета сожителя своей мамы. Он сфотографировал банковскую карточку с 2 сторон и, когда все легли спать, решил прокачать свой аккаунт в мобильной игре на деньги мужчины. В первый раз он накупил виртуальных кристаллов на 7 тысяч рублей. Спустя некоторое время он повторил процедуру, на этот раз списав сумму, превышающую 10 тысяч. Он написал в первый раз заявление в полицию, так как подумал, что произошли некие мошеннические операции с его банковского счета. Потом написал, спустя по повторению эпизода, 2-й раз заявление в полицию, также думая, что происходят мошеннические операции с его банковским счетом. Но в полиции спустя некоторое время была установлена причастность несовершеннолетнего. При этом, как установили правоохранители, для того, чтобы проводить время с полюбившейся игрой, он взломал соседский Wi-Fi. За кражу с банковского счета подростку грозил реальный срок – по санкциям статьи до 6 лет лишения свободы. Но во время заслушивания дела в суде юноша раскаялся в содеянном. Также сожителю его матери в полном объеме возместили ущерб. Дело было прекращено по примирению сторон. В администрации Ухты прошли первые в новом году общественные слушания. Они коснулись вопросов изменения устава муниципалитета. Так присутствующим предложено было проголосовать за изменения, касающиеся инициатив жителей, а именно организация мероприятий, имеющих приоритетное значение по решению вопросов местного значения. В администрацию городского округа может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета городского округа. Часть 2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступать инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории муниципального образования. Но если к этому пункту нет вопросов, то вот другая тема вызвала целый ряд. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, и дополняется 22-м пунктом данная часть. Это предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции и членам его семьи, жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.
И все бы хорошо, кабы не одно «но». А если пункт, внесенный в устав, отразится на очередниках, которые ждут предоставления муниципалитетам жилья? Как не затронет, вроде как не заденет. Вот это словосочетание «вроде как» всегда встает как-то боком. На сегодняшний день рабочая группа проработала ли вопрос о том, сколько сегодня очередников в общей очереди, сколько очередников афганцев, сколько очередников там, чернобыльцев и так далее, многодетных. На сегодняшний день, например, в моем знании того, что происходит, на сегодняшний день афганцы уже умирают и не получают того жилья, которое должны были получить, отдавая долг своей родине. И несмотря на то, что представитель комитета муниципальным имуществом заявила, что жилые фонды для очередников и для сотрудников МВД разные, да и полицейским уже как 2 года не было необходимости предоставлять жилье, присутствующие не особо доверились этим словам. О том, что очередников не подвинут участковые, заверил председатель местного совета. Я понимаю, что граждане, которые пришли, в первую очередь волнуются за то, чтобы ваши права не были ущемлены. Ваши права ущемлены не будут. Это точно. То, что касается проблем переселенцев, которые сегодня находятся в домах по улице Совхозной 32 и 34, мы эту проблему тоже знаем. У вас 2 работающих депутата. Щукина Галина Владимировна и Руденко Екатерина Тарасовна. Поверьте мне, что мы с ними встречаемся чуть ли не еженедельно. И по проблеме выигранных судов, и по 34-му дому, который в таком же плачевном состоянии. Но присутствующие все равно на слово не верят. Неоднозначность некоторых формулировок в законодательстве, по их мнению, все же может сгрести в одну кучу и тех, и других. А это значит, что ожидающие своего жилья ухтинцы могут быть подвинуты в очереди. При этом остается открытым вопрос привлечения кадров в МВД. Да и дополнение в устав лишь дает право администрации предоставлять жилье участковым, а не обязывает делать это. Итогом общественных слушаний стало голосование. За и против было примерно по 50%. Напомним, такие слушания носят лишь рекомендательный характер, так что их результаты и предложения, озвученные там, доведут до депутатов, а уже они будут принимать решения. Старший помощник прокурора Ухты рассказал об итогах работы ведомства в прошедшем году. Как следует из слов Алексея Нефедова, год был непростым. Из-за пандемии коронавируса у прокуратуры появился новый функционал. Например, контроль работы некоторых предприятий, чтобы те не злоупотребляли отсутствием проверок в период пандемии. Но, несмотря на это, статистика, особенно по тяжким уголовным преступлениям, не может не радовать. За 2020 год было зарегистрировано всего 2532 преступления. Тяжких и особо тяжких 787, это включая причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, значит, в том числе и кражи, мошенничество с использованием служебного положения и с крупным имущественным ущербом. Убийств было в этом году 5, а в прошлом году 16, то есть количество значительно снизилось. Правда, не во всех сферах цифры такие. Незначительно выросло количество уличных преступлений. Их было зарегистрировано 356. Количество краж также увеличилось с 733 в 2019 до 824 в 2020 году. Коснулись и самой животрепещущей темы города – бродячие собаки. Я знаю, что сейчас проводится очередная проверка по поручению прокуратуры Республики Коми. Да, меры принимаются, проверки проводим. Я знаю, что органами местного самоуправления принимаются определенные меры для получения финансирования из республиканского бюджета для того, чтобы увеличить количество отловленных бездомных животных и как-то обезопасить наш город. Также Алексей Нефедов сказал, что в Ухте уже заключен новый контракт на отлов безнадзорных животных. Если вы беспокоитесь о своей безопасности, стоит оставить заявку в управлении ЖКХ, чтобы агрессивное животное выловили. В
Ухте началась вакцинация от коронавируса. В наш город поступило 570 доз. Вакцина двуэтапная, второй компонент вводят через 21 день после первого. Его отменяют только в том случае, если у пациента тяжелая реакция на первую прививку. Новую вакцину уже опробовали еще до Нового года 35 ухтинских медиков. На второй компонент они выходят 19-20 января. У всех этих людей никакой средней степени тяжести поствакцинальных осложнений не было. Да, предъявляли жалобы, что боли в мышцах были, головные боли и боли в суставах. Но очень быстро это все в течение 3 дней проходило. Врач обязательно предупреждает, что в течение 3 дней необходимо отказаться от приема алкоголя, похождения в сауну и в баню, ну и под тяжелые физические нагрузки. Делать ли эти уколы конкретно вам, каждый решает лично. Прививка от COVID-19 – дело добровольное. Могут быть побочные эффекты, если они вас беспокоят, необходимо вызвать скорую. Но по протоколу за всеми привитыми медики следят ежедневно, по телефону справляясь о самочувствии. Также после вакцинирования каждый день нужно заполнять дневник наблюдений на госуслугах. Есть и противопоказания. Возраст до 18 лет, беременность, нахождение на листе нетрудоспособности. Противопоказания – это, естественно, гиперчувствительность к любому препарату, содержащий аналогичные компоненты в данной вакцине, да? Тяжелые аллергические реакции в анамнезе у пациента, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, также обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят только через 2-4 недели. Ну и, разумеется, наличие антител к COVID-19. Перед записью на прививку желающие проходят опрос по телефону. Только после этого их направляют к медперсоналу. Имейте в виду, чтобы пройти процедуру, надо быть готовым провести в поликлинике до 2,5 часов. Флакон вакцины содержит 5 доз, то есть необходимо набрать 5 человек. Эти люди будут набраны за это время, то есть сначала у вас осмотр 12-15 минут. Все заполняете документы, затем набирается 5 человек, открывается флакон, так как он подлежит утилизации в течение 2 часов, чтобы дозы не пропадали, чтобы на население на все хватило. Вакцина будет делаться именно таким образом. Плюс 30 минут вам нужно будет находиться в учреждении под наблюдением доктора. Напоминаем, вакцинируют в Ухте только тех, кто прикреплен к местной поликлинике. Саму прививку делают в кабинете Центра здоровья поликлиники по адресу проспект Космонавтов, 1. Запись на вакцинацию по телефону 8 800 550 300. В муниципалитете организуют 5 крещенских купелей. Об этом сообщили 15 января на брифинге в мэрии города. Окунания будут проводиться в 2 храмах. На Водном в храме святителя Николая Чудотворца искупаться в баптистерии там можно будет с 0 часов до 6 вечера 19 января. В Ухте в храме Стефана Пермского напротив детского парка водосвятие будет после литургии, которая начнется в 9 утра во вторник. 3 Иордания организуются с выходом населения на лед. На Яриге, как и в прошлые годы, на озере в районе 3-й нефтешахты. В Боровом на реке Ухтарка. В Ухте Иордань будет за бассейном «Юность» на реке Ухта. Там, как правило, скапливается больше всего народа. Что по Ухте? Значит, согласно постановлению, купель у нас будет открыта для доступа населения с 22 часов вечера 18 января до 18 часов 19 января. Примерно в 17:40 19 января я прошу горожан, гостей и жителей всего МАГО, кто приедет сюда к нам в город, это учесть. В 17:40 мы начинаем мероприятие по консервированию купели. То есть мы будем ее закрывать. Все меры безопасности будут соблюдены. В купели опустят деревянную оплетку, сделают на льду освещение, установят палатки для переодевания. Рядом поставят автобусы для обогрева, где можно будет угоститься горячим чаем. На месте в течение ночи будут дежурить спасатели. Толщина льда на реке Ухта достигает 40 сантиметров, на Ярикском озере и на Ухтарке порядка 50. Управление по делам ГО и ЧС напоминает, что в ночь с 18 на 19 температура воздуха опустится ниже 35 градусов по прогнозам. В такие температуры категорически запрещается купание на открытых водоемах детей, а также всех, у кого есть хронические заболевания.
Также рекомендуют отказаться от этого обряда и тем, кто переболел коронавирусом. К слову, из-за пандемии напоминают о социальной дистанции. Купелем и в палатке будут запускать небольшими группами, так что процедура может очень затянуться. Представители же церкви напоминают, что крещение Иисуса в реке Иордан было в дневное время. Что же совершается в ночь между 18 и 19 числом? Как правило, это день покоя и время подготовки к величайшему празднику. Каких-либо действий, связанных с хождением в ночной период на Иордань, в православной церкви не допускалось. Но эта традиция у нас была введена в тот момент, когда идет потепление отношений между государством и между церковью. Когда люди купаются, они предполагают некоторый сакраментальный, мистический смысл в это водное погружение. Я сейчас окунусь, и все мои грехи смоются. Грехи смываются только через исповедь, только покаянием. Если вы хотите быть причастным к празднику из религиозных соображений, лучше сходите на службу. В храме также можно будет взять и освященной воды. 19 января Ухтинский Свято-Стефановский храм будет открыт до позднего вечера. Для всех остальных организаторы крещенских купаний напоминают, в купели на открытом воздухе можно находиться не более 1 минуты. Не погружайтесь в воду с головой, а также помните, обряд категорически запрещен для людей в алкогольном опьянении. За этим на крещение будут следить полицейские. 14 января на 63-м году жизни скончался известный ухтинский фотограф Сергей Соколов. Более года он боролся с серьезным онкологическим заболеванием. Многие ухтинцы знакомы с работами этого фотографа, хотя по образованию Сергей Соколов был горным инженером-геофизиком, проработав в полевых условиях 15 лет. Профессиональной фотографией Сергей Николаевич начал заниматься в 95-м. Сказалась наследственность, дед был художником. Соколов участвовал в фотовыставках в Коми и в Москве. Его работы известны даже за пределами страны. В последние годы руководил студенческим фотоклубом Ухтинского государственного университета. Редакция ГСП приносит искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Сергея Соколова. Прощание с фотографом состоится 16 января в 12:00 в храме на проспекте Зеленова.